Те, кого оккупирующий Китай доставил в Восточный Туркестан, и кто наблюдает театр «Счастливые уйгуры» режима КПК, становятся добровольными сторонниками геноцидного туризма. В то время как официальные лица ранее принимали дипломатов, журналистов и тех, кого считали друзьями Китая, теперь представляют беспокойный регион Восточного Туркестана как туристическое направление, пытаясь стереть часть пятна с имиджа Китая как нарушителя прав человека в регионе Восточного Туркестана в глазах международного сообщества. Около 400 делегаций из более чем 4300 человек из разных стран и международных организаций посетили Уйгурский автономный район в 2023 году, заявил на пресс-конференции 5 января официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Среди посетителей были правительственные чиновники, религиозные деятели, эксперты, ученые и журналисты, а также обычные путешественники. Однако, в отличие от путешествий в остальной части Китая, посещения остаются только по приглашению, и посетители направляют на туры, спонсируемые государством. Китайский режим стремится дискредитировать долгую историю уйгурской медицины и ее влияние среди населения. Так называемый партийный комитет Синьцзяня и так называемое народное правительство Синьцзяна в Восточном Туркестане издали ряд постановлений, направленных против сельских уйгурских целителей и специалистов традиционной медицины. Синьцзянский партийный комитет и Синьцзянское народное правительство в Восточном Туркестане, как сообщило 10 января китайское пропагандистское агентство Godak Network, создали комитет по здоровью, члены которого пользуются наработками уйгурской медицины и уйгурских целителей. Выборы на Тайване, за которыми внимательно следят Китай и Соединенные Штаты, выиграл Лай Цзиньте, кандидат в президенты от правящей демократической прогрессивной партии. Лай, ранее занимавший пост представителя Тайваня при Организации Объединенных Наций, набрал 5 миллионов голосов в стране с 19,5 миллионами избирателей. Пекин категорически против нынешнего вице-президента Лай Цзиньте, называя выборы выбором между войной и миром. Главный соперник Лая Хоу Юй, националистический кандидат от партии Гоминьдан, известный своей близостью к Китаю, признал поражение. Направляясь в Киев, премьер-министр Великобритании Сунак заявил: «Мы подписываем новое соглашение о безопасности исторического характера, чтобы предоставить Украине гарантии, в которых она нуждается в долгосрочной перспективе». Администрация Лондона сообщила, что пакет на следующий финансовый год в размере более $3 миллиардов является крупнейшей поддержкой, которую Великобритания оказала Украине с начала войны. Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что военная поддержка Великобритании Украины означает войну против России. Сообщается, что 10 рабочих погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Хинань. Согласно заявлению местного правительства, 10 из 425 рабочих, находившихся в шахте во время взрыва, погибли, а 6 рабочих пропали без вести. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа продолжатся, несмотря на иск Южноафриканской республики о геноциде, поданный в Международный суд.